Всем привет! Сегодня вы увидите 9 актеров, которые стали известными только после 40. На первом месте Морган Фримен. Впервые актер показался свету в возрасте 34 года, но затем надолго пропал с экрана. И только благодаря роли в фильме «Уличный парень», которую Фримен играл уже в 50-летнем возрасте, он получил свою первую номинацию на Оскар и всемирную известность. Томми Ли Джонс. Несмотря на успехи в спорте, в частности в футболе, Томми Ли Джонс всю свою жизнь посвятил театру и кино. Однако только в 47 лет сыграл роль в фильме «Беглец» и получил свой Оскар. Актер стал по-настоящему ценен и был зачислен в Лигу ведущих актеров Голливуда. Мелисса Маккарти. Своему успеху обязана роли, сыгранной в комедии «Девичник в Вегасе» в 2011 году. Тут актриса и на Оскар оказалась номинирована и доказала всему миру, что 40 лет вовсе не приговор к карьерному росту, а может быть даже самый рассвет. Сэмюэль Л. Джексон. До 1994 года Сэмюэль успел поучаствовать во множестве постановок и сыграл десятки ролей. Однако волею судьбы все это оставалось незамеченным и казалось незначительным. Долгожданную славу ему принесла роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Несмотря на то, что роль была второго плана, это не помешало актеру оказаться номинированным на Оскар. Лесли Нильсон. К этому актеру успех в полном смысле слова пришел лишь в возрасте 54 года. Тогда Нильсон открыл в себе талантливого комедианта, сыграв роль в комедии «Аэроплан», которая была одним из популярнейших фильмов тех лет. Кэти Бейтс. Она снималась в фильмах, которые получали всяческие награды, и в спектаклях, которые экранизировали, но уже без ее участия. И только в 42 года, благодаря главной роли в фильме «Мизери», Бейтс обрела мировую славу и Оскар. Пьер Ришар. Несмотря на курсы и стажировку у известнейших людей, Ришар долгое время не мог найти своей ниши в кино. Лишь в 42 года после роли маленького человека актер обрел всемирную известность. Стив Карелл. Карелл долгое время выступал в гастролирующих группах, пробовал себя в телевизионных шоу, но настоящий успех настиг его, когда он сыграл в комедии «40-летней девушки». Самому ему на тот момент было 43 года. Жан Рено. На его месте другой давно бы уже бросил попытки основаться в кино, ведь карьера актера у Рено складывалась бессовестно долго. Только в возрасте 46 лет встреча с Люком Бессоном перевернула его жизнь, а роль в фильме «Подземка» принесла всемирную славу обоим. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.